что такой грустный? С тобой все в порядке? Да, мама, я просто очень долго тебя ждала, стала переживать. Ты мой герой. Я принесла тебе еды. Ее, правда, немного, но она очень вкусная и питательная. Поешь, сынок, поешь. Спасибо, мама, я наелся. Меня сегодня друзья угостили фруктами. Поешь ты. В одном городе жила женщина с сыном 5 лет. Их отец-кормилец давно умер, когда мальчику не было еще и года. И теперь женщина работала в поте лица каждый день, чтобы прокормить своего сына, чтобы он не умер с голоду. И как-то вечером, поздно, она вернулась домой, в их хижину, и увидела грустного сына, сидящего на полу. Она приблизилась к нему, и у них произошел следующий разговор. Сынок, я купила тебе курай, о котором ты так долго мечтал. Спасибо, мама! Теперь я наконец смогу его подарить Усману. Усману? А разве ты не для себя просил этот курай? Нет, мама, я хотела его подарить Усману. Ты же знаешь, он мой самый лучший друг. А он слеп и совсем не видит мира, совсем не выходит из дома. Женщина очень смутилась, потому что вдруг почувствовала себя незрячей, ибо она не смогла увидеть, что совершенно очевидно. Не бойся, сынок, не бойся. Это всего лишь дождь. Он сейчас закончится. Скажи, мам, а что чувствуют Несчастные люди. несчастные люди? Мама улыбнулась и поцеловала сына. Ведь устами ребенка она поняла, насколько богаты и счастливы они были. Как важно, чтобы каждый вовремя понял, насколько он счастлив. Счастье – это удивительное состояние, которое, как вера, не терпит замкнутого пространства. И поэтому счастьем нужно делиться, счастье нужно дарить. И дарение счастья не может ограничиваться кровными узами или дружбой. Потому что мы, не зная границ этого счастья, не можем установить этой меры.